Перешел все границы. Поступок Порошенко во время карантина возмутил украинцев. Пусть умирают. Магазины «Рошен» продолжают работать, об этом сообщает Клименко Тайм. Кто бы сомневался, что кроме магазина «Рошен». Не сомневаемся, что если бы по закону Петр Порошенко должен был бы закрыть на карантин свои кондитерские магазины, он и тогда нашел бы выход. Например, поменял бы КВЭДы и вообще сделал бы что угодно, чтобы не приостанавливать бизнес. Украинцы в сети выражают возмущение, это уже кошмар какой-то. Это уже шоколадное преступление какое-то, хоть что-то человеческое осталось. Пусть умирают, лишь бы деньги капали. По официальной информации, кондитерская корпорация «Рошен» отправила на карантин 7% сотрудников своих украинских фабрик, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом. Об этом сообщила HR-директор «Рошен» Гелена Вара. У нас все работники украинских фабрик старше 55 лет, это 7% сотрудников переведены на карантин. Мы рекомендуем всем работникам в группе риска оставаться дома, сказала она. Вара уточнила, что заработная плата всех отправленных в карантин сотрудников сохранена. При этом партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» категорически против введения в стране чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила 23 марта депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. «Европейская солидарность категорически против, потому что видит в этом чрезвычайные риски для страны и демократии», написала она. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский и правительство имеют все полномочия принимать необходимые решения через механизм принятия отдельных законов и СНБО. Что касается самого владельца кондитерских фабрик, то в понедельник бывший президент Украины Петр Порошенко неожиданно прибыл в Государственное бюро расследований. Как стало известно журналистам, политика допросили по делу о захвате власти и фальсификации при назначении главы Кабмина в 2014 году. О теме допроса изданию сообщил источник в Госбюро расследований. По словам источника, Порошенко ответил на вопросы следователя по факту возможного совершения высокопоставленными особами, которые занимают или занимали особенно ответственное положение в госорганах власти Украины, действий, направленных на захват власти и фальсификацию при этом официальных документов при внесении подачи на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Раде. Также в ГБР уточнили, что визит Порошенко был связан только с допросом.